Какой способ является наиболее доступным и эффективным для развала страны, которую нельзя поработить силой, наскоком и единым ударом? Когда нет возможности ударить лоб в лоб, враг прибегает к более изощренным способам, например, к таким, как раздробление общества по национальному, религиозному и другим всевозможным признакам. Для этого, к сожалению, порой достаточно вовремя надавить на больное место. Именно так поступили те, кто не хочет видеть сильную единую Россию, воспользовавшись резонансным делом по гибели болельщика московского «Спартака» Егора Свиридова, спровоцировав массовые погромы в крупнейших городах страны. Как известно, в ночь на 6 декабря в массовой драке между выходцами с Северного Кавказа и местными жителями из травматического пистолета был убит болельщик московского «Спартака» Егор Свиридов. По горячим следам был задержан уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов, которому были предъявлены обвинения в убийстве. Были также задержаны еще 5 участников драки, которых отпустили после получения объяснений. Впоследствии их объявили в розыск по подозрению в нанесении побоев и причинении телесных повреждений. Болельщики «Спартака», недовольные ходом расследования дела, провели вечером 7 декабря массовую акцию протеста, перекрыв Ленинградский проспект. Шаг за шагом, словно снежный ком, это дело набирало обороты. Оно муссировалось в СМИ, но 11 декабря случилось то, что случилось. Акция памяти фаната «Спартака» вылилась в массовые беспорядки. Главной ареной для демонстрации своего недовольства стали самые крупные города страны – Москва и Санкт-Петербург. В обоих городах были зафиксированы многочисленные стычки с милицией и задержания болельщиков. И если в Петербурге дело закончилось относительно мирно, то в Москве прошли настоящие погромы. В столице в ходе акции к людям, искренне сочувствующим гибели молодого человека и пришедших выразить свою скорбь, примкнули радикальные группировки, которые не могли упустить такой шанс. Скандируя «Россия для русских» и «Москва для москвичей», экстремисты вскоре добились своего. Неуправляемая толпа принялась громить все на своем пути, избивая попавшихся на глаза кавказцев и выходцев из Средней Азии, изображая из себя того самого мстителя, которому захотелось праведного возмездия. Однако пехотой провокаторов выступила лишь та часть молодежи, которая не понимает конечной цели инициаторов погромов, либо та, что не имеет ничего общего с патриотизмом и ответственностью за будущее страны. То, что касается событий, непосредственно произошедших в Москве, на мой взгляд, это было проявлением просто кучки экстремистов, которые хотели дестабилизировать ситуацию в России и в Москве в целом. Желание дестабилизировать ситуацию, перевести, скажем так, это все на национальную тематику, то есть противостояние, какое-то мифическое противостояние русского и народа, и кавказцев. Все это было сделано и использовано для того, чтобы рассорить народы Кавказа, проживающие непосредственно, в том числе и в России, в различных регионах Российской Федерации. И у них эта попытка не удалась. Использовали смерть болельщика «Спартака», молодого человека, бытовая ссора. И использовав смерть этого человека, эти люди хотели спровоцировать определенные беспорядки. В этой ситуации хорошо, что наши соотечественники именно с Чеченской Республики, услышав призыв Рамзана Ахматовича Кадырова, не приняли участие в этих беспорядках и не пришли ни на какие места сбора кавказцев, так называемые. И очень хорошо, что наша молодежь отреагировала в этом плане и повела себя очень мудро. Действительно мудро, потому что поддаваться на провокации – это означает отсутствие какой-либо мудрости и отсутствие жизненного опыта. Нельзя сказать, что до этого в России не наблюдалось вспышек межнациональной розни. Радикальные группировки дали о себе знать не только 11 декабря. Они были и раньше, время от времени нанося провокационные удары в различных регионах страны. Однако они не идут ни в какое сравнение с тем массовым проявлением дикости на Манежной площади и на различных станциях метро, за которым имел возможность наблюдать весь мир. Данная акция является тревожным звонком и способна нанести немалый ущерб авторитету России в глазах мирового сообщества. К счастью, такой проблемы, как межнациональное неприятие, в Чеченской Республике не существует. Грамотно реализуемая руководством республики национальная и молодежная политика дает четкий результат. Граждане разных конфессий и национальностей живут в мире и согласии, не испытывая каких-либо неудобств и тем более притеснений. Для национальных меньшинств республики руководство оказывает всяческое содействие в сохранении и развитии национальных культур, языка, традиций. В республике
республике успешно функционируют национально-культурные центры и национально-культурные автономии. Под эгидой Министерства Чеченской Республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации в республике проводятся дни культуры всех национальностей, проживающих в Чечне. В рамках этих дней они имеют возможность продемонстрировать самобытную культуру своего народа. Стоит отметить, что первый документ, принятый указом главы Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, принята концепция государственной национальной политики, которая представляет собой систему взглядов, принципов и приоритетов деятельности органов государственной власти республики в сфере национальных отношений. В документе учитываются историко-культурные особенности, проблемы возрождения и развития основных сфер жизнедеятельности многонационального народа республики, современная этнополитическая обстановка в регионе. Я убежден в том, что те события, которые произошли в городе Москве, в принципе, они чуть-чуть отозвались эхом и в Ростове, и в Петербурге. Я убежден в том, что эти события были спровоцированы, то есть это была спланированная акция определенных деструктивных сил, направленная на то, чтобы развалить Российскую Федерацию. Но то, что касается Чеченской Республики, я хотел бы сказать, что я проживаю в республике с 2003 года, то есть уже около 8 лет. И могу сказать, что в республике действительно большое внимание уделяется национальной политике. Об этом свидетельствуют как формальные показатели, это наличие Министерства по национальной политике, которое есть не в каждом регионе, его нет на федеральном уровне, так и, в принципе, действия руководства республики, в частности, Рамзана Ахматовича Кадырова, которые, опять-таки, выливаются в конкретные дела. То есть не на словах, а на делах. Это поддержка и создание культурных центров, на базе которых каждый народ, проживающий в республике, будь то нагайцы, кумыки, либо другие национальности, могут поддерживать и развивать свою культуру. Это поддержка православия, которую мы видим, это и капитальный ремонт объектов православной веры, и строительство новых объектов православной веры. Это все происходит по инициативе и при непосредственной поддержке Рамзана Ахматовича, за что мы все ему благодарны, представители национальных меньшинств. Мы, в принципе, регулярно общаемся друг с другом, и наша позиция, она общая. Мы все благодарны и признательны руководству республики за ту политику, которую они реализовывают сегодня здесь, в Чеченской Республике. Не секрет, что для того, чтобы эффективно противодействовать экстремизму и национализму, необходимы общие усилия, от жестких мер властных структур и четкой работы профильных органов до взаимопонимания и толерантности между представителями разных национальностей на бытовом уровне. Можно много говорить о том, что необходимо сделать, чтобы решить проблему. Однако, к сожалению, 11 декабря войдет в историю современной России, потому как мракобесие, которое торжествовало на Манежной площади, нельзя просто забыть. Остается надеяться, что человеческая мудрость, а также грамотные действия власти избавят общество от обделенных интеллектом радикалов и врагов страны и в дальнейшем не допустят второй Манежки.